Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Сапьяновой Маргарите Насркановой. Верховный суд по данному ходатайству предоставляла свою письменную позицию. Я кратко остановлюсь. Одним из эффективных гарантий осуществления права на судебную защиту и вынесения судами законных и обоснованных решений является право обжалования судебных решений в вышестоящие суды. В уголовном законодательстве право на обращение и пересмотр судебных решений в кассационном порядке регламентировано главой 51 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В частности, определены порядок обжалования судебных решений в кассационном порядке, пределы прав кассационной инстанции, а также предмет рассмотрения. И так, частью 4 статьи 439 УПК Кыргызской Республики установлено, что предметом рассмотрения суда кассационной инстанции могут быть определения, предшествующие окончательному судебному решению, если обжалование таких определений предусмотрено настоящим кодексом. Такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационных жалоб или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу. Данная норма, устанавливающая правила при обжаловании определений, предшествующих окончательному судебному решению, регулирует порядок обжалования определений в соответствии с их правовой сущностью и не исключает возможность их обжалования в целом, и не ограничивает, не умаляет права граждан на судебную защиту. Хотелось бы отметить, что в решении Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 19 декабря 2014 года установлено, что установленный Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики запрет непосредственного обжалования постановлений суда первой инстанции, вынесенных в ходе судебного разбирательства, касающихся ходатайств участников судебного процесса до вынесения итогового решения по делу, обусловлен тем, что вопросы, разрешаемые вышеуказанными постановлениями, имеют непосредственное отношение к вынесению итогового акта и связаны с содержанием приговора. В противном случае возможность обжалования такого рода постановлений в суд вышестоящей инстанции до вынесения итогового акта в суде первой инстанции может привести к контролю со стороны вышестоящих судебных инстанций за ходом рассмотрения дела судом первой инстанции, а следовательно к вмешательству в осуществлении им своих дискреционных полномочий, что недопустимо с точки зрения соблюдения конституционного принципа независимости суда, независимости судьи при отправлении правосудия. Кроме того, возможность такого обжалования может привести к неоправданному затягиванию судебного процесса и в итоге нарушение принципа рассмотрения дела в разумный срок. И в связи с этим Верховный суд Кыргызской Республики считает, что оспариваемое нормативное положение не противоречит нормам Конституции Кыргызской Республики. У вас все, да?